Сотни звонков и СМС-обращений. В эфире национального телеканала прошла программа «Диалог с народом». Более 3 часов глава республики Янызбек Евкуров отвечал на обращения жителей. В общей сложности на программу поступило около 600 вопросов. И это при том, что нами не учитывали звонки с благодарностями людей за уже решенные вопросы по предыдущей программе и в период подготовки к этому диалогу. Пик активности жителей, как и ожидалось, пришелся на период прямой трансляции. В самом эфире прозвучало более 40 обращений. Темы вопросов были самые разные. По-прежнему актуальной остается социальная сфера. Коснулись и положительных изменений, происходящих в регионе за последние годы. Так, к 25-летию Ингушетии в республике открыли сразу 5 объектов, строительство которых держал на личном контроле президент России Владимир Путин. Это перинатальный центр, детская больница в Насыркорте, онкологический диспансер в Приево, дворец спорта имени Берда Евлоева. В 2015 году, когда Владимир Владимирович был в республике на совещании, вот эти объекты, 5 объектов, по моей просьбе, были включены именно в протокол, для того, чтобы федеральный центр и министерство федеральное более оперативно обратили на это внимание. И сегодня все они для нашей республики являются таким стратегическим потенциалом. Но по перинатальному центру было много споров, обоснованных споров было, в том числе, зачем нам, республике, это нужно, что мы можем все эти процедуры проходить в соседних регионах, где более развитое здравоохранение, где более опытное количество, большее количество врачей, ну и так далее. Но мы со своей стороны обосновали это тем, что если мы будем постоянно ездить в регионы, когда тогда наши врачи будут развиваться, когда мы будем развиваться, и почему нас тормозят в развитии, да? Нас услышали, к счастью. И сегодня перинатальный центр у нас есть, только остается главная задача для персонала максимально оправдать те колоссальные вложения федерального центра вот именно в этот перинатальный центр. И, конечно, я его выделяю среди всех этих объектов, так как он начинается вообще этот объект, или для любого человека начинается этот объект, да, вот рождаются дети и в этом объекте непосредственно, в этом центре. Второй объект – это онкодиспансер. Мы уже там в полном цикле уже даже химию делаем, и кто-то доверяет этому объекту, кто-то не доверяет, кто-то все равно уезжает за пределы республики. Но сегодня я прошу жителей ездить туда, обследоваться, получать консультации, диагностику, чтобы не затягивать вот эти болезни, если у кого-то удавалось, если у кого-то такие болезни есть или могут быть, чтобы они на ранней стадии их обнаруживали. Мы можем это сегодня делать. Ну и, конечно, это удобно для тех, которые даже выехали за пределы, получили оперативное вмешательство и дальше могут сопровождаться уже здесь, в республике. То есть химиотерапию, все остальное могут делать в нашем центре. Ну, остальные объекты, там, детская больница и дворец спорта, они тоже немаловажны. Поэтому я бы эти 2 объекта выделил, а так, конечно, все объекты важны для нашей республики.